Камрате прошла очередная акция протеста, организатором которой выступил лидер народного движения Гагаузии Георгий Арабаджи. На повестку данного митинга были вынесены вопросы о сдаче в концессию залежей нефти и газа на юге Республики Молдова, об увеличении размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения и самый главный вопрос, который до сих пор не обсуждался в предшествующих митингах, о признании гагаузов этнической группой. Напомним, что Министерство юстиции Молдовы решило поставить точку в вопросе о национальностях и этнических группах, проживающих на территории республики. Ведомство разработало некий классификатор, который станет ориентиром для сотрудников регистру при оформлении документов о рождении ребенка. Этническая группа, по мнению Минюста, это некая социокультурная конструкция, связанная с специфической концепцией. К такой конструкции власти относят и гагаузов, проживающих на территории Молдовы. В связи с этим возродились народные возмущения в Гагаузии. Какой мы этнос? Покажите мне. Мировое сообщество приняло Гагаузию как народ. Где еще признан это... Выключать микрофон уже. Где еще признано, что гагаузский народ повторно второй раз признает, что это народ? Нигде в мире, на нашей планете, нигде она не признана. Признана на молдавской земле, на гагаузской земле как народ. Какой мы, чуть бы не сказал, этнос. Мы есть народ. Один из участников митинга, первый президент Гагаузской республики Степан Топал, рассказал о том, что во время его пребывания на должности ему уже было выдвинуто предложение о добыче нефти и газа. В 1992 году, когда у нас была Гагаузская республика, я тогда вами был избран президентом, у меня был представитель Англии. Ну так он представился и предложил мне заключить контракт с ним о разработке газа и нефти здесь, под Молдовой и дальше под Черным морем. И я сказал, давайте мне неделю, я подумаю, посоветуюсь и встретимся, решим вопрос. Но он больше не появился, я, собственно, и сам понял, почему он не появился, потому что этот договор не состоялся бы. По мнению депутата Народного собрания Гагаузии Георгия Лейчу, главная опасность заключается в том, что за передачей земли в концессию могут последовать и другие последствия. Опасность не в том, или вернее не только в том, что передали концессию юг Молдовы, в том числе и всю территорию Гагаузии, для разработки, разведки и добычи газа, других нефтепродуктов. Нет, опасность в другом, что завтра, исходя из той тенденции, которую мы сейчас наблюдаем, могут передать землю, растительный мир, все, что имеется на территории Гагаузии, нашим соседям в концессию. И от Гагаузии останется только историческое наименование, и не более того. Как заявил активист становления Гагаузской республики Иван Бургуджи, принимая договор о концессии в обязательном порядке, должны ставить в известность властей Гагаузии. Более того, необходимо заключить дополнительный договор с руководством автономии. Без согласия Гагаузии на этой территории не то что нога, но и палец американской компании не должен быть. Поэтому Народное собрание должно принять или постановление, или совместно с исполкомом, должно быть четко определено. Учитывая, что это касается нас, данный контракт на территории Гагаузии, учитывая, что он не согласен, не действует. Первое. И второе. Если эта компания хочет что-то делать на территории Гагаузии, она должна заключить дополнительные соглашения с руководством Гагаузии. На митинг 2 апреля прибыли люди из разных уголков Гагаузии. Некоторые из них, рассказывая о душевной боли, связанной с происходящими событиями, еле сдерживали слез. Очередной абсурд, очередная чушь центральных властей, очередная попытка центральных властей, наверное, где-то унизить, где-то оскорбить нас как народ, и не более. Хотим, чтобы признали нас, что мы единый народ. И чтобы никакой глянцевый газ, или как они называют, рыться здесь, они соображать и понимать прекрасно, что это такое. Пусть дают волю нам, пусть дают волю нашему башкану, всем, и чтобы объединиться и работать. Нам не надо никакого станцевого газа, никакого ничего нам не надо. Нам нужен мир, здоровье и все. Соединить и Приднестровье,
и Гагаузии, и Молдавии все вместе, чтобы мы были нейтральной страной. Между народами нет таких противоречий, вы понимаете? Чтобы мы сами руководили здесь в стране, открывали работу, чтобы люди имели где работать, чтобы не уезжали, чтобы мои дети приехали с России, чтобы здесь жили, внуки мои. А они что делают? Разваливают страну за деньги. Это разве правительство? Принимаемые законы противоречат нашим чаяниям, чаяниям народа гагаузского. Против добычи сланцевого газа и разработок сланцевого газа в Гагаузии, потому что на 150 километров вымрут все. И мы не хотим, чтобы гагаузы умирали, чтобы наши внуки жили здесь, в этих краях. Нормально жили. Русский народ, во-первых, должен чувствовать себя свободно. И если правительство, там, парламент будут относиться к моментам, которые есть в уложении, и будут соблюдаться, он будет себя более чувствовать свободным и развиваться более успешно, чем обычно. По мнению вице-председателя Народного собрания Гагаузии Александра Суходольского, бороться со сложившейся ситуацией можно только путем проведения референдума. Нашим президентом было инициировано проведение 24 сентября всенародного референдума, на котором поставлены 4 вопроса. Первый вопрос, от которого вытекают все штрафы, все налоги, все НДС, такие все драконовские условия для жизни. Это тот миллиард, который они украли, они возложили возврат этих денег на наши плечи. Завершился митинг принятием резолюции, в которую вошли следующие пункты. Башкану и депутатам Народного собрания потребовать от правительства и парламента отмены решения на последнее повышение тарифов на электроэнергию, снижение штрафов водителям, отмены решения о переподчинении некоторых служб и экономических агентов из Гагаузии в Кагул, отказа принятия постановления правительства о национальностях и этнических группах, где ущемляются права гагаузского народа. Исполкому Гагаузии вместо предмета «История румын» ввести историю гагаузов. Башкану Гагаузии возобновить день еженедельного приема граждан. В случае невыполнения центральных властей выдвинутых требований созвать съезд народных избранников всех уровней для определения дальнейших действий.